День чеченского языка год от года становится большим праздником нашего народа. Он отмечается с 2007 года, когда указом главы республики Рамзана Кадырова 25 апреля было объявлено Днем чеченского языка. Указ был направлен на сохранение родного языка как основы культуры и духовности чеченского народа, как часть всемирного культурного наследия. Отдавая дань уважения знаменательному событию, многие жители республики 25 апреля одеваются в традиционный чеченский костюм. خلرتي دني شيخ صنادع قالت عيلتنا دعانا عام بيزر عام بيزر نخشي موت ولا ديكتك ونختج الدشنش سأستعد حج دعانا شعرب وحوال ولا تسين خلاه نخشي موت بيوش خلاه دكو دعانا دال ديك النخ دال نخشي يعبل نخشي موت بيوش خلاه Цундера, вы ночи медсида диешлу, вы ночи муатлерба диешлу. Подписание соответствующих законов главой республики, в свое время президентом Рамзаном Кадыровым, и уже им же обозначение 25 апреля как День чеченского языка, это важный момент в деле сохранения самой нации. Мы не должны забывать, я об этом неоднократно в своих выступлениях говорил, история последних столетий знает такие примеры, когда год от 2 до 4 народов, наций, национальностей перестают существовать на планете. Это величайшие, трагические потери для мира, для самого человечества, для цивилизации. Сегодня в мире, по данным ЮНЕСКО, насчитывается более 6 тысяч языков. Только за последние несколько десятков лет в мире полностью исчезли 200 языков. Еще 199 относятся к языкам, на которых говорят как минимум по 10 человек. Более того, в мире осталось около 50 последних носителей разных языков. А если носитель один, то такой язык считается мертвым. Организация Объединенных Наций есть такой печальный список исчезающих языков. И вот на этом фоне вот это резкое внимание проблемам чеченского языка, который выдвинул эту проблему и начал ее разрешать Рамзан Ахматович, это безусловно очень большое значение имеет и одна из видных его заслуг. Тахана вы ночи мата алсам дитер, ночи гилк уязнингалалец алсам дитер, бахан худу ялхичун. Раньше, в советские времена, изучение родного языка было привилегией в основном сельских школ республики. Сегодня родной язык изучается повсеместно, и дети уже с 1 класса свободно говорят и пишут на 2 языках – русском и чеченском. Солвы ночи матил угур лаккар махва хадина сила эрси илманчаша яздар хоша хажал усларс ялдешнаш мялхас ялцовы ночи матталец ночи мач ок ихьетер даржуаш берш цунах цанна кепер киеч боц нахбу и ночи мат цахирчи вайгиллак уяздингал дадо дикву дадо إشادريك دعديش قام دو мегардас нисели. Чеченский язык – один из нахских языков. Официальный, наряду с русским, язык Чеченской Республики и один из литературных языков Дагестана. Чеченская речь отличается сложной фонетикой и грамматикой. В языке 8 падежей. Для синтаксиса характерно широкое использование причастных и девипричастных конструкций. Выделяются 8 основных диалектов – плоскостной, акинский, чиберлоевский, шароевский, итумкалинский, галанчожский, милхинский и кистинский диалекты.
много очень, это тоже надо отметить, делает и Министерство образования, потому что именно со школы ребенок будет чеченским языком интересоваться, говорить на этом языке, думать на этом языке, только в том случае, если это будет вкладываться со школьной скамьи. يا مرتلو تولو تشوا قونخي يوغو تشوا تيلا هاي ممسرق اجينك قيسا ميحقل خن تشوا يلخا موقزم بسني اشته خش عيناش يعدات يلخر قونخ دقل خن تشوا توشخيتا حدو الخلانش توشخيتا تب الدعتينا توكشيلا بعينش. Министерство образования и науки Чеченской Республики сегодня работает над усовершенствованием учебников и методических пособий по родному языку. Институт развития образования Министерства занят научно-методическим обеспечением преподавания родного и русского языков в школах республики, а также предметов по краеведению, таких как история Чечни, география Чеченской Республики, этика народа. Сейчас, как и по всей стране, у нас идет внедрение новых образовательных стандартов. Они вводятся в начальной школе, затем будут вводиться и в основной, в старшей школе. Сейчас идет подготовка учебников по новым стандартам для начальной школы. Это учебники 1 класса, учебники 2 класса, 3 класса, которые уже написаны, утверждены и переданы Министерству образования. Они должны в скором времени выйти из печати, они находятся уже в производстве. В нашей Академии наук за последний год тоже ряд серьезных шагов в этом плане сделаны. Только за 2012 год выпущены 3 научные монографии. Также очень, с нашей точки зрения, большое значение имеет составленная группой наших ученых под руководством Мусы Халидова академическая грамматика чеченского языка. Вот грамматика в типографии, мы ее сдали в типографию, она идет уже набор. В 1984 году я был на ХПК в Ленинграде, тогда еще Санкт-Петербург. И вот там меня разыскал Храковский Виктор Самойлович и предложил принять участие в составлении коллективной монографии по категории множественности в разных структурных языках. Я объяснил. Вот я искал человека, ученого, хорошо владеющего чеченским языком. Мне это было трудно, хорошо, что я вас нашел. И он мне говорит, вот если бы у вас была хорошая фундаментальная грамматика вашего языка, мне бы вас не пришлось искать. Я бы взял эту грамматику, мы бы сами справились, тогда нам не нужен был бы носитель языка. Вот тогда это мне запало в душу. Автор проекта и научный редактор грамматики чеченского языка Муса Халидов говорит, что первое издание состоит примерно из 970 страниц. В будущем ожидается издание еще 2 томов грамматики. Что же касается чеченской письменности, то в новой новейшей истории она прошла через 3 этапа. Сначала была письменность на основе арабского алфавита, затем на латинице. Ныне графической основой чеченского алфавита является кириллица. Автором первой научной грамматики чеченского языка и первого чеченского алфавита, состоявшего из 37 букв, был Петр Карлович Услар. Он является одним из крупнейших исследователей языков и культур народов Кавказа XIX века. Выдающуюся роль в становлении и развитии чеченского языка и письменности в разные годы сыграли и многие другие просветители XIX-XX веков. Среди них ныне здравствующий Заинди Джамалханов. شمارشا داغل دیکنتا داغل قهام حرفی اق تلویدنی به غای سونا سیلح دیکریتش بو هندالش مسیت شرح قشرح سو اس народное творчество
телевидениях, радиох и передач таких на. Почетный профессор Чеченского государственного университета, народный учитель Заинди Джамалханов – популярная в народе личность. Его называют живым чеченским фольклором. Большому знатоку народной мудрости в мае исполняется 91 год. Вой мотлорш, хилчи бе вой халк сей дюстин кочта вой нет хоча ба. Величайшая заслуга Заинди Джамалханова в том, что он восстановил многие произведения чеченского фольклора и его лучшую часть – героический эпос «Илли». После выселения народа в Среднюю Азию многие письменные памятники чеченцев, в том числе и по фольклору, пропали или были сожжены. Зная наизусть героический эпос народа, Джамалханов по памяти восстановил произведение. سيدي بي خلق سي قوش تقول إذا شوغ ميخل ما عنده شوم دوي. Когда мы мероприятия проводим на чеченском языке, с чеченским колоритом, с чеченской направленностью, в чеченской одежде, чеченской тематике, это очень важный момент. Пропаганда, преподавание, ведение мероприятий на языке, постановка театральных на наших сценах, снятие фильмов, документальных, хроники и так далее. Теперь мы перешли к художественным фильмам. Это очень важный момент подготовки носителей чеченского языка будущего этой нашей молодежи, наших детей. Вот над этим плотно, начиная с детского сада, где их учат первым буквам, первым словам чеченского языка и к изучению Корана, это очень важный момент. Самое главное, хотим мы, как этнос, сохраниться на этой планете, как исторический ген своих предков, мы должны сохранить язык, мы должны говорит на нем. Государственным наряду с русским по нашим законам республиканским является чеченский язык, чем я горжусь, гордятся чеченцы.